сайта. Уважаемые коллеги, всем здравствуйте! Сегодня на онлайн-сессии консультального аудита с докладом на тему почечно-тубулярный ацидоз будет выступать врач-неонатолог многопрофильной городской больницы номер 2, PhD-докторант медицинского университета Астана Саматова Назирхи Артемгадзе. То есть буду выступать я. На прошлых онлайн-сессиях мы обсуждали историю, на которой подозревали почечно-тубулярный ацидоз, учитывая необъяснимый длительный метаболический ацидоз. Поэтому, то есть во время КАПС мы не только делаем рецензии на умерших новорожденных, также выявляем актуальные доклады, актуальные темы и проводим доклады. Поэтому с целью этого было, ну, то есть решили, что вот такой вот доклад будет, почечно-тубулярный ацидоз, то есть Виктор Антонович сказал. То есть, что мы остановимся, это коротко про буферные системы и анионный ГАП, про что такое почечно-тубулярный ацидоз, какие типы почечного тубулярного ацидоза существуют, какая диагностика и какое лечение. В организме человека есть буферные системы, которые отвечают за поддержку кислотно-основного состояния крови. То есть оно поддерживает, вот эти буферные системы поддерживают наш pH, чтобы он был в норме между 7,35 и 7,45. И если идет в организме равновесие меняется в сторону ацидоза либо алкалоза, присоединяются наши буферные системы с целью того, чтобы нормализовать pH. Есть 4 основные буферные системы. Это бикарбонатная буферная система. Здесь угольная кислота H2CO3 и бикарбонат, ион бикарбонат HCO3 воздействует. Здесь в основном участвуют почки и легкие. Есть фосфатная буферная система, где дигидрофосфат и гидрофосфат ион, с помощью них происходит поддержка pH, и здесь тоже участвуют почки. Есть белковая буферная система и гемоглобиновая. Также есть другие, это основные 4, есть дополнительные, из них можно отметить аммониогенез, потому что почки также участвуют в аммониогенезе. То есть аммониевый катион взаимодействует с анионами и с органическими кислотами, образует аммониевые соли и выводится с мочой. То есть почки, они имеют 3 механизма устранения сдвига КОС. Это ацетогенез, то есть это вот эта бикарбонатная буферная система. Она работает с помощью иона водорода и иона гидроксида. Аммониогенез почки участвует и сопряженный процесс одновременно секреция кислых фосфатов с реабсорбцией гидрокарбонатов. Если, допустим, у ребенка мы видим необъяснимый метаболический ацидоз, трудно коррегируемый, при этом у ребенка нормальный анионный ГАП в пределах 8-16 ммоль на литр, здесь мы можем начать подозревать почечный тубулярный ацидоз. Анионный разрыв, формулу мы все знаем, это натрий плюс калий минус хлор плюс HCO3, бикарбонат ион, ион бикарбоната. Анионный разрыв – это соотношение, это расчетный показатель, который отражает разницу между концентрациями катионов и анионов, то есть положительно заряженных ионов – это натрий, калий, и отрицательно заряженные ионы, анионы, хлор и HCO3. Основные измеряемые катионы – это натрий, калий, и основные измеряемые анионы – хлориды и бикарбонаты. Но в крови также присутствуют неучтенные анионы. Это белки, альбумины, фосфаты, сульфаты, лактат, кетоны. И анионный разрыв как раз-таки показывает вот эту суммарную концентрацию этих неучтенных анионов, потому что в крови анионы и катионы должны быть в равновесии. И то есть если мы убираем с катионов анионы, которые есть, да, которые учтенные, остаток остается на неучтенные анионы. Вот это. И это и показывает нам анионный разрыв. Метаболический ацидоз может быть с ростом анионного ГАПа и без роста анионного ГАПа. При росте анионного ГАПа может быть либо гиперхлоремия, либо уменьшение HCO3.
Итак, метаболический ацидоз с нормальным анионным разрывом может быть при различных ситуациях. То есть здесь анионный разрыв у нас в норме. Вот эти вот неучтенные анионы, они не растут, их концентрация такая же. А, но происходит либо потеря бикарбонатов, либо накопление хлоридов. Основные причины — это может быть потеря бикарбонатов через ЖКТ при диарее, при фистулах поджелудочной железы или кишечника и других. Может быть введение хлорид-содержащих растворов, то есть введение больших объемов физиологического раствора может приводить к гиперхлоремическому ацидозу. И также наш с вами обсуждаемый почечный канальцевый ацидоз тоже может быть метаболический ацидоз с нормальным анионным разрывом. Итак, почечно-тубулярный ацидоз возникает, когда почки не в состоянии поддерживать нормальный кислотно-щелочной гемостаз. Здесь может быть нарушена либо экскреция ионов водорода, то есть экскреция или выделение кислот, либо может быть нарушена реабсорбция фильтрованного бикарбоната, либо реабсорбция щелочей. То есть выводится много щелочей, а реабсорбция снижена. И вот это и приводит к метаболическому ацидозу с нормальной анионной разницей. То есть если нарушена экскреция ионов водорода, ам, кислоты не выводятся достаточно, и поэтому происходит ацидоз. Или наоборот, когда щелочь не может, почки не могут реабсорбировать нормальную щелочь, то же самое происходит ацидоз, то есть окисление, pH в сторону окисления. Почечно-тубулярный ацидоз бывает 4 типов. Первый тип — здесь дистальные канальцы нарушены, здесь нарушена экскреция ионов водорода в почках, нарушена экскреция кислот, в тяжении кислот. Второй тип, он проксимальный, здесь нарушена реабсорбция бикарбонатов, то есть реабсорбция щелочей. И третий тип — это сочетание первого и второго типа. Четвертый тип, он связан с гипоальдостеронизмом. Он может быть либо за счет того, что не хватает альдостерона, либо за счет того, что потеряна чувствительность к нему в почках. Почечный канальцевый ацидоз всех 4 типов представляет собой гиперхлоремический ацидоз с нормальным анионным разрывом. Это мы уже говорили, то есть может быть либо нарушена реабсорбция бикарбонатов, либо экскреция ионов водорода с помощью кислот аммоний и фосфорная кислота. Типы мы уже остановились. Первый тип, второй тип мы уже сказали. В четвертом типе просто здесь немножко больше информации. Здесь дефицит гормона альдостерона, либо неспособность клеток почек реагировать на него. Альдостерон, он дает сигнал почкам удерживать натрий или выводить калий. Если гормона слишком мало, то есть если не хватает альдостерона, либо если он нормально, но почки не реагируют на него, то почки не выделяют достаточно калия с мочой. И из-за этого повышается уровень калия в организме. А гиперкалемия, она замедляет выработку аммиака, который является важным основанием, позволяющим кислоте выводиться с мочой. Результатом является метаболический ацидоз. То есть здесь в четвертом типе происходит гиперкалемия. И это мешает аммониогенезу, о котором мы говорили до этого в буферных системах. И вот этот высокий уровень калия, он конкурирует с аммонием за соотношение котранспортеров, то есть транспортеры, которые транспортируют их, и за апикальные калий-канальцы. И за счет этого снижается выработка аммиака через мочу, замедляется выработка. Почечно-тубулярный ацидоз может быть первичным врожденным, либо вторичным приобретенным. Причина почечного тубулярного ацидоза тип 1, то есть о типах мы уже говорили. Тип 1, первичный или врожденный, может быть мутация в различных генах, мутация водородной АТ-фазы. Вторичный или приобретенный может быть при системной красной волчанке, при синдроме Шегрена, либо из-за лекарства амфотерицина В. Тип 2, первичный, это различные мутации переносчик натрия бикарбоната, карбонгидразы, обменника натрия водорода, болезнь накопления гликогена первого типа, наследственная непереносимость фруктозы, галактоземия, тирозинемия, болезнь Дента, синдром Лоу, почечная незрелость. Вторичный может быть из-за использования ингибиторов карбонгидразы.
Тип четвертый, это мы говорили, либо дефицит альдостерона, либо резистентность к альдостерону. В первом случае может быть врожденная гиперплазия или гипоплазия надпочечников, дефицит 21-гидроксилаза, дефицит 3-бета-гидрокситироид дегидрогеназы, липоидная гиперплазия надпочечников, дефицит альдостерон синтазы и псевдогипоальдостеронизм второго типа. Когда второй тип, когда альдостерон нормально есть нормально в количестве, но почки невосприимчивы к нему, резистентны. Это псевдогипоальдостеронизм первого типа, и также может быть при приеме спиронолактона. Основные признаки почечного тубулярного ацидоза первого типа. Это метаболический ацидоз, как и во всех типах. Здесь происходит гипокалемия, который может приводить к мышечной. То есть при почечно-тубулярном ацидозе не только ацидоз, также нарушение электролитов идут, потому что нарушена функция почек. Гипокалемия, которая может приводить к мышечной слабости, к аритмии, нерегулярному сердцебиению и другим проблемам сердца. Если достаточно длительно протекает, то это может дальше приводить к нефрокальцинозу, образование кальциевых отложений в почечных тубулах, и это повышает риск развития почечной недостаточности. Также может в будущем проводить к рахиту, это деформация костей, вызванная недостатком витамина D и кальция. Второй тип, то также метаболический ацидоз, как и везде. Здесь гиперкальциурия, повышенное выведение кальция с мочой, что может приводить также к образованию камней в почках. Гипоцинетическая нормофосфатимическая рахитоподобная болезнь, она идет тоже как рахит, но здесь уровень фосфата в норме. Также также может при почечном тубулярном ацидозе второго типа тоже возникать рахит и деформация костей. Диагностика. Это КОС, да, мы по КОС должны увидеть метаболический ацидоз. Это электролиты, в основном натрий, хлор и карбонат. И pH мочи, и анионный ГАП мочи. Анионный ГАП мочи определяется натрий в моче плюс калий минус хлор. Диагностика. Как мы уже говорили, то есть следует подозревать у пациентов с метаболическим ацидозом нормальной анионной разницы, и если есть еще необъяснимая гиперкалемия в типе 4 и гипокалемия первый и второй тип. Также pH сыворотки, мочи, уровни электролитов, осмоляльность и анамнез тоже важен, потому что некоторые типы почечного тубулярного ацидоза могут передаваться по наследству. pH мочи в норме 5,5-7, но для новорожденных оптимальным пределом pH 5,5 и 6. У недоношенных детей может быть несколько меньше. Теперь диагностика на этих, то есть проводятся специальные тесты, чтобы диагностировать, какой это тип почечного тубулярного ацидоза. При первом типе здесь идет то есть симуляционные тесты. Воздействие пробы с кислотной нагрузкой. Вводится хлорид аммония в дозе 100 мг на килограмм внутрь. И здоровые почки должны снижать pH мочи меньше 5,2 в течение 6 часов ацидоза. То есть происходит системный ацидоз. В крови мы замечаем ацидоз. И моча также должна снижать pH. Но при первом типе мы уже говорили, что вот эта экскреция кислоты, она задерживается, поэтому моча остается, несмотря на системный ацидоз, моча остается, pH норма остается, не становится кислой. При втором типе диагностируется также pH мочи, но здесь идет тест с помощью бикарбонатов. Бикарбонат натрия вводится внутривенно 0,5-1 миллимоль на литр. И здесь, так как реабсорбция вот этих бикарбонатов нарушена, pH мочи, здесь происходит алкалоз мочи, она становится выше 7,5, и происходит частичная экскреция бикарбоната меньше 15%. При этом тесте может возникать гипокалемия, поэтому необходимо дополнительно давать калий. Четвертый тип, здесь анамнез нам важен. Также здесь хронически повышенный калий и нормальный или слегка пониженный бикарбонат. В большинстве случаев активность ренина плазмы низкий, концентрация альдостерона является низкой, кортизол в норме. Это
это из Полин, секреты неонатологии. Первый, второй тип, в принципе, мы уже сказали. А вот четвертый тип. Здесь экскреция титруемых кислот нарушается при типе четвертый меньше, поэтому pH мочи в условиях ацидоза может быть ниже 5,5. Следовательно, при сочетании метаболического ацидоза и гиперкалемии с pH мочи ниже 5,5 весьма возможно, что это почечно-канальцевый ацидоз типа 4, то есть гиперкалемия, метаболический ацидоз и pH мочи ниже 5,5. Чтобы отличить дефицит альдостерона от нечувствительности к нему, необходимо определить уровень альдостерона на фоне ограничения поступления хлористого натрия или введения фуросемида. Это из статьи «Таблица дифдиагностики». Если на нем остановиться, то это вот первый тип, дистальный, второй тип проксимальный и четвертый тип гиперкалемический, либо из-за нарушения альдостерона. Первичный дефект мы уже говорили, что здесь дистальные, здесь проксимально-канальцы, здесь у нас коллекторные каналы. Снижение экскреции, выделение кислоты калия в коллекторный канал. Симптомы. Первый тип – это полидипсия, полиурия, мышечная слабость, нефролитиаз, нефрокальциноз, задержка роста, рахит. Второй тип – здесь мышечная слабость или паралич при выраженной гипокалемии, задержка роста в раннем детстве. Четвертый тип может быть асимптоматическим, могут возникать мышечная слабость и сердечная аритмия. pH мочи в дистальном типе больше 5,3, мы уже говорили, что здесь pH мочи норма. В проксимальном и гиперкалемическом ниже 5,5. Уровень карбоната, иона карбоната в дистальном отделе, в дистальном типе может быть 10-20 миллимоль на литр, в проксимальном 16-20, в гиперкалемическом 16-22. Уровень калия в первом типе низкий, во втором типе низкий в плазме и в четвертом гиперкалемическим высокий. Анионный анионный разрыв в крови нормальный, мы уже говорили во всех 4 типах. Диагностические тесты мы тоже уже говорили, что первый, второй мы остановились, диагностические тесты. В типе четвертом здесь альдостерон, да, мы тоже говорили, что альдостерон в моче определяется и более 40 миллимоль на литр, или экскреция более 20%, повышенный уровень альдостерона в сыворотке крови при почти нормальной функции почек. Лечение, диета и образ жизни – это больше для больших детей. Из фармакотерапии первый тип – это натрий HCO3 или калий HCO3, 1-2 миллимоль килограмм в сутки. Также калий хлор или калий цитрат у пациентов с гипокалемией. При втором типе здесь щелочная терапия также и плюс калий цитрат 10-15 миллимоль на килограмм в день, достаточно жидкости, электролиты, витамин D, фосфат и гидрохлортиазид. В четвертом типе здесь идет заместительная терапия низкими дозами флудокортизона. Петлевые диуретики, если флудокортизон плохо переносится, пероральный прием натрия HCO3, если содержание HCO3 в сыворотке крови меньше, и калий-связующие вещества. Диагностические типы мы на этом останавливались, то есть в первом типе даем нагрузочный тест, это просто чтобы было, как сказать, информативно. Нагрузочный тест с хлоридом аммония, даем хлорид аммония, и из-за того, что нарушена экскреция вот этих кислот, pH мочи остается все равно больше 5,5 во время системного метаболического ацидоза, во время ацидоза крови. И диагностический тест второго типа – это введение бикарбоната натрия HCO3. Здесь почки теряют бикарбонат, нарушена реабсорбция, поэтому моча остается щелочная. Щелочная реакция мочи, она поднимается выше 7,5 и плюс гипокалемия. Тактика ведения и лечения. Это тактика ведения по Американской академии педиатров. Прием бикарбоната, доза 2-3 в день. Цитрат калия может корректировать метаболический ацидоз и гипокалемию, устранять другие электролитные нарушения, оптимизировать потребление калорий, восполнять дефицит жидкости и заместительная терапия минералокортикоидами при в 4 типе. 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 4 тип
Это из другой статьи тоже лечение написала. Это щелочная терапия с использованием 1-2 миллимоль на килограмм в сутки натрия H3 или калия H3. Обычно достаточно для поддержания суточной выработки кислоты при первом типе. При втором типе нужна более большие дозы щелочи. Здесь уже 5-10 миллимоль на килограмм в сутки. Гипокалемия лечится калицитратом, калия-хлоридом при типе 1 и 2. Также витамин D и фосфат 1-3 грамм в сутки для профилактики заболеваний костей. Гидрохлортиазид может быть полезен, то есть диуретик, для повышения способности к реабсорбции гидрокарбоната иона, предотвращения увеличения объема жидкости и повышения эффективности щелочной терапии. Однако необходимы дополнительные калий-сберегающие диуретики для предотвращения гипокалемии. Также циклооксигеназа 2 ингибитор, целикоксиб, ингибиторы АПФ при типе 4 и терапии низкими дозами флуорокортизона, заместительная терапия, когда альдостерона мало, петлевые диуретики для снижения уровня калия в сыворотке крови при типе 4. Также можно терапия натрия H3, новые препараты, патиромер и содиум цирконий циклосиликат. Это как заключение вот из презентации Американской академии педиатров. Метаболический ацидоз, он является жизнеугрожающим состоянием. И если вовремя выявлять почечно-тубулярный ацидоз во время новорожденности, вовремя поставить диагностику и вовремя начать лечение вот этого почечно-тубулярного ацидоза, то есть правильное ведение, то прогноз достаточно таки неплохой. Это использованная литература, это различные статьи и секреты неонатологии и перинатологии Ричард Полин. У меня все. Спасибо большое за внимание. Сайда. Уважаемые коллеги, всем здравствуйте! Сегодня на онлайн-сессии консультального аудита с докладом на тему почечно-тубулярный ацидоз будет выступать врач-неонатолог многопрофильной городской больницы номер 2, PhD-докторант медицинского университета Астана Саматова Назирхи Артемгадзе. То есть буду выступать я. На прошлых онлайн-сессиях мы обсуждали историю, на которой подозревали почечно-тубулярный ацидоз, учитывая необъяснимый длительный метаболический ацидоз. Поэтому, то есть во время КАПС мы не только делаем рецепции на умерших новорожденных, также выявляем актуальные доклады, актуальные темы и проводим доклады. Поэтому с целью этого было, ну, то есть решили, что вот такой вот доклад будет, почечно-тубулярный ацидоз, то есть Виктор Антонович сказал. То есть, что мы остановимся, это коротко про буферные системы и анионный ГАП, про что такое почечно-тубулярный ацидоз, какие типы почечного тубулярного ацидоза существуют, какая диагностика и какое лечение. В организме человека есть буферные системы, которые отвечают за поддержку кислотно-основного состояния крови. То есть оно поддерживает, вот эти буферные системы поддерживают наш pH, чтобы он был в норме между 7,35 и 7,45. И если идет в организме равновесие меняется в сторону ацидоза либо алкалоза, присоединяются наши буферные системы с целью того, чтобы нормализовать pH. Есть 4 основные буферные системы. Это бикарбонатная буферная система. Здесь угольная кислота H2CO3 и бикарбонат, ион бикарбонат HCO3 воздействует. Здесь в основном участвуют почки и легкие. Есть фосфатная буферная система, где дигидрофосфат и гидрофосфат ион, с помощью них происходит поддержка pH, и здесь тоже участвуют почки. Есть белковая буферная система и гемоглобиновая. Также есть другие, это основные 4, есть дополнительные, из них можно отметить аммониогенез, потому что почки также участвуют в аммониогенезе. То есть аммониевый катион взаимодействует с анионами и с органическими кислотами, образует аммониевые соли и выводится с мочой.
То есть почки, они имеют три механизма устранения сдвига КОС. Это ацетогенез, то есть это вот эта бикарбонатная буферная система. Она работает с помощью иона водорода и иона гидроксида. Аммониогенез почки участвует и сопряженный процесс одновременной секреции кислых фосфатов с реабсорбцией гидрокарбонатов. Если, допустим, у ребенка мы видим необъяснимый метаболический ацидоз, трудно коррегируемый, при этом у ребенка нормальный анионный ГАП в пределах 8-16 миллимоль на литр, здесь мы можем начать подозревать почечный тубулярный ацидоз. Анионный разрыв, формулу мы все знаем, это натрий плюс калий минус хлор плюс HCO3, бикарбонат ион, ион бикарбоната. Анионный разрыв – это соотношение, это расчетный показатель, который отражает разницу между концентрациями катионов и анионов, то есть положительно заряженных ионов – это натрий, калий, и отрицательно заряженные ионы, анионы, хлор и HCO3. Основные измеряемые катионы – это натрий, калий, и основные измеряемые анионы – хлориды и бикарбонаты. Но в крови также присутствуют неучтенные анионы. Это белки, альбумины, фосфаты, сульфаты, лактат, кетоны. И анионный разрыв как раз-таки показывает вот эту суммарную концентрацию этих неучтенных анионов, потому что в крови анионы и катионы должны быть в равновесии. И то есть, если мы убираем с катионов анионы, которые есть, да, которые учтенные, остаток остается на неучтенные анионы. Вот это. И это и показывает нам анионный разрыв. Метаболический ацидоз может быть с ростом анионного ГАПа и без роста анионного ГАПа. При росте анионного ГАПа может быть либо гиперхлоремия, либо уменьшение HCO3. Итак, метаболический ацидоз с нормальным анионным разрывом может быть при различных ситуациях. То есть здесь анионный разрыв у нас в норме. Вот эти вот неучтенные анионы, они не растут, их концентрация такая же. Но происходит либо потеря бикарбонатов, либо накопление хлоридов. Основные причины – это может быть потеря бикарбонатов через ЖКТ при диарее, при фистулах поджелудочной железы или кишечника и других. Может быть введение хлорид-содержащих растворов, то есть введение больших объемов физиологического раствора может приводить к гиперхлоремическому ацидозу. И также наш с вами обсуждаемый почечно-канальцевый ацидоз тоже может быть метаболический ацидоз с нормальным анионным разрывом. Итак, почечно-тубулярный ацидоз возникает, когда почки не в состоянии поддерживать нормальный кислотно-щелочной гемостаз. Здесь может быть нарушена либо экскреция ионов водорода, то есть экскреция или выделение кислот, либо может быть нарушена реабсорбция фильтрованного бикарбоната, либо реабсорбция щелочей. То есть выводится много щелочей, а реабсорбция снижена. И вот это и приводит к метаболическому ацидозу с нормальной анионной разницей. То есть если нарушена экскреция ионов водорода, кислоты не выводятся достаточно, и поэтому происходит ацидоз. Или наоборот, когда щелочь не может, почки не могут реабсорбировать нормальную щелочь, то же самое происходит ацидоз, то есть окисление, pH в сторону окисления. Почечно-тубулярный ацидоз бывает 4 типов. Первый тип, здесь дистальные канальцы нарушены, здесь нарушена экскреция ионов водорода в почках, нарушена экскреция кислот, втяжение кислот. Второй тип, он проксимальный, здесь нарушена реабсорбция бикарбонатов, то есть реабсорбция щелочей. И третий тип – это сочетание первого и второго типа. Четвертый тип, он связан с гипоальдостеронизмом. Он может быть либо за счет того, что не хватает альдостерона, либо за счет того, что потеряна чувствительность к нему в почках. Почечно-канальцевый ацидоз всех 4 типов представляет собой гиперхлоремический ацидоз с нормальным анионным разрывом. Это мы уже говорили, то есть может быть либо нарушена реабсорбция бикарбонатов, либо экскреция ионов водорода с помощью кислот аммоний и фосфорная кислота. Типы мы уже остановились. Первый тип, второй тип мы уже сказали. В четвертом типе, просто здесь немножко больше информации.
Здесь дефицит гормона альдостерона, либо неспособность клеток почек реагировать на него. Альдостерон, он дает сигнал почкам удерживать натрий или выводить калий. Если гормона слишком мало, то есть если не хватает альдостерона, либо если он нормально, но почки не реагируют на него, то почки не выделяют достаточно калия с мочой. И из-за этого повышается уровень калия в организме. А гиперкалемия, она замедляет выработку аммиака, который является важным основанием, позволяющим кислоте выводиться с мочой. Результатом является метаболический ацидоз. То есть здесь в четвертом типе происходит гиперкалемия. И это мешает аммониогенезу, о котором мы говорили до этого в буферных системах. И вот этот высокий уровень калия, он конкурирует с аммонием за соотношение котранспортеров, то есть транспортеры, которые транспортируют их, и за апикальные калий-канальцы. И за счет этого снижается выработка аммиака через мочу, замедляется выработка. Почечно-тубулярный ацидоз может быть первичным врожденным, либо вторичным приобретенным. Причина почечного тубулярного ацидоза тип 1, то есть о типах мы уже говорили. Тип 1, первичный или врожденный, может быть мутация в различных генах, мутация водородной АТ-фазы. Вторичный или приобретенный может быть при системной красной волчанке, при синдроме Шегрена, либо из-за лекарства амфотерицина В. Тип 2, первичный, это различные мутации переносчик натрия бикарбоната, карбонгидразы, обменника натрия водорода, болезнь накопления гликогена первого типа, наследственная непереносимость фруктозы, галактоземия, тирозинемия, болезнь Дента, синдром Лоу, почечная незрелость. Вторичный может быть из-за использования ингибиторов карбонгидразы. Тип 4, это мы говорили, либо дефицит альдостерона, либо резистентность к альдостерону. В первом случае может быть врожденная гиперплазия или гипоплазия надпочечников, дефицит 21-гидроксилаза, дефицит 3-бета-гидрокситироид дегидрогеназы, липоидная гиперплазия надпочечников, дефицит альдостерон синтазы и псевдогипоальдостеронизм второго типа. Когда второй тип, когда альдостерон нормально есть нормально в количестве, но почки невосприимчивы к нему, резистентны. Это псевдогипоальдостеронизм первого типа, и также может быть при приеме спиронолактона. Основные признаки почечного тубулярного ацидоза первого типа. Это метаболический ацидоз, как и во всех типах. Здесь происходит гипокалемия, который может приводить к мышечной. То есть при почечно-тубулярном ацидозе не только ацидоз, также нарушение электролитов идут, потому что нарушена функция почек. Гипокалемия, которая может приводить к мышечной слабости, к аритмии, нерегулярному сердцебиению и другим проблемам сердца. Если достаточно длительно протекает, то это может дальше приводить к нефрокальцинозу, образованию кальциевых отложений в почечных тубулах, и это повышает риск развития почечной недостаточности. Также может в будущем проводить к рахиту, это деформация костей, вызванная недостатком витамина D и кальция. Второй тип, также метаболический ацидоз, как и везде. Здесь гиперкальциурия, повышенное выведение кальция с мочой, что может приводить также к образованию камней в почках. Гипоцинетическая нормофосфатимическая рахитоподобная болезнь, она идет тоже как рахит, но здесь уровень фосфата в норме. Также также может при почечном тубулярном ацидозе второго типа тоже возникать рахит и деформация костей. Диагностика. Это КОС, да, мы по КОС должны увидеть метаболический ацидоз. Это электролиты, в основном натрий, хлор и карбонат. И pH мочи, и анионный ГАП мочи. Анионный ГАП мочи определяется натрий в моче плюс калий минус хлор. Диагностика. Как мы уже говорили, то есть следует подозревать у пациентов с метаболическим ацидозом нормальной анионной разницы, и если есть еще необъяснимая гиперкалемия в типе 4 и гипокалемия первый и второй тип.
Также pH сыворотки, мочи, уровни электролитов, осмоляльность и анамнез тоже важен, потому что некоторые типы почечного тубулярного ацидоза могут передаваться по наследству. pH мочи в норме 5,5-7, но для новорожденных оптимальным пределом pH 5,5 и 6. У недоношенных детей может быть несколько меньше. Теперь диагностика на этих, то есть проводятся специальные тесты, чтобы диагностировать, какой это тип почечного тубулярного ацидоза. При первом типе здесь идет то есть симуляционные тесты. Воздействие пробы с кислотной нагрузкой. Вводится хлорид аммония в дозе 100 мг на килограмм внутрь. И здоровые почки должны снижать pH мочи меньше 5,2 в течение 6 часов ацидоза. То есть происходит системный ацидоз. В крови мы замечаем ацидоз. И моча также должна снижать pH. Но при первом типе мы уже говорили, что вот эта экскреция кислоты, она задерживается, поэтому моча остается, несмотря на системный ацидоз, моча остается, pH норма остается, не становится кислой. При втором типе диагностируется также pH мочи, но здесь идет тест с помощью бикарбонатов. Бикарбонат натрия вводится внутривенно 0,5-1 миллимоль на литр. И здесь, так как реабсорбция вот этих бикарбонатов нарушена, pH мочи, здесь происходит алкалоз мочи, она становится выше 7,5, и происходит частичная экскреция бикарбоната меньше 15%. При этом тесте может возникать гипокалемия, поэтому необходимо дополнительно давать калий. Четвертый тип, здесь анамнез нам важен. Также здесь хронически повышенный калий и нормальный или слегка пониженный бикарбонат. В большинстве случаев активность ренина плазмы низкий, концентрация альдостерона является низкой, кортизол в норме. Это из Полин, секреты неонатологии. Первый, второй тип, в принципе, мы уже сказали. Вот четвертый тип. Здесь экскреция титруемых кислот нарушается при типе четвертом меньше, поэтому pH мочи в условиях ацидоза может быть ниже 5,5. Следовательно, при сочетании метаболического ацидоза и гиперкалемии с pH мочи ниже 5,5 весьма возможно, что это почечно-канальцевый ацидоз типа 4. То есть гиперкалемия, метаболический ацидоз и pH мочи ниже 5,5. Чтобы отличить дефицит альдостерона от нечувствительности к нему, необходимо определить уровень альдостерона на фоне ограничения поступления хлористого натрия или введения фуросемида. Это из статьи таблица диф-диагностики. Если на нем остановиться, то это вот первый тип, дистальный, второй тип проксимальный и четвертый тип гиперкалемический, либо из-за нарушения альдостерона. Первичный дефект мы уже говорили, что здесь дистальные, здесь проксимально-канальцы, здесь у нас коллекторные каналы. Снижение экскреции, выделение кислоты калия в коллекторных каналах. Симптомы. Первый тип – это полидипсия, полиурия, мышечная слабость, нефролитиаз, нефрокальциноз, задержка роста, рахит. Второй тип – здесь мышечная слабость или паралич при выраженной гипокалемии, задержка роста в раннем детстве. Четвертый тип может быть асимптоматическим, могут возникать мышечная слабость и сердечная аритмия. pH мочи в дистальном типе больше 5,3, мы уже говорили, что здесь pH мочи норма. В проксимальном и гиперкалемическом ниже 5,5. Уровень карбоната, иона карбоната в дистальном отделе, в дистальном типе может быть 10-20 миллимоль на литр, в проксимальном 16-20, в гиперкалемическом 16-22. Уровень калия в первом типе низкий, во втором типе низкий в плазме, и в четвертом гиперкалемическим высокий. Анионный анионный разрыв в крови нормальный, мы уже говорили во всех 4 типах. Диагностические тесты мы тоже уже говорили, что первый, второй мы остановились, диагностические тесты. В типе четвертом здесь альдостерон, да, тоже говорили, что альдостерон в моче определяется и более 40 миллимоль на литр, или экскреция более 20%, повышенный уровень альдостерона в сыворотке крови при почти нормальной функции почек. Лечение, диета и образ жизни – это больше для больших детей. Из фармакотерапии
Первый тип это натрий HCO3 или калий HCO3, 1-2 миллимоль килограмм в сутки. Также калий хлор или калий цитрат у пациентов с гипокалиемией. При втором типе здесь щелочная терапия также и плюс калий цитрат 10-15 миллимоль на килограмм в день, достаточно жидкости, электролиты, витамин D, фосфат и гидрохлортиазид. В четвертом типе здесь идет заместительная терапия низкими дозами флудокортизона, петлевые диуретики, если флудокортизон плохо переносится, пероральный прием натрия HCO3, если содержание HCO3 в сыворотке крови меньше, и калий-связующие вещества. Диагностические типы мы на этом останавливались, то есть в первом типе даем нагрузочный тест, это просто чтобы было, ну, как сказать, информативно. Нагрузочный тест с хлоридом аммония, даем хлорид аммония, и из-за того, что нарушена экскреция вот этих кислот, pH мочи остается все равно больше 5,5 во время системного метаболического ацидоза, во время ацидоза крови. И диагностический тест второго типа – это введение бикарбоната натрия HCO3. Здесь почки теряют бикарбонат, нарушена реабсорбция, поэтому моча остается щелочная. Щелочная реакция мочи, она поднимается выше 7,5 и плюс гипокалемия. Тактика ведения и лечения. Это тактика ведения по Американской академии педиатров. Прием бикарбоната, доза 2-3 в день. Цитрат калия может корректировать метаболический ацидоз и гипокалемию, устранять другие электролитные нарушения, оптимизировать потребление калорий, восполнять дефицит жидкости и заместительная терапия минералокортикоидами при четвертом типе. Это из другой статьи тоже лечение написала. Это щелочная терапия с использованием 1-2 миллимоль на килограмм в сутки натрия HCO3 или калия HCO3. Обычно достаточно для поддержания суточной выработки кислоты при первом типе. При втором типе нужны более большие дозы щелочи. Здесь уже 5-10 миллимоль на килограмм в сутки. Гипокалемия лечится калицитратом, калий-хлоридом при типе 1 и 2. Также витамин D и фосфат 1-3 грамм в сутки для профилактики заболеваний костей. Гидрохлортиазид может быть полезен, то есть диуретик, для повышения способности к реабсорбции гидрокарбоната иона, предотвращения увеличения объема жидкости и повышения эффективности щелочной терапии. Однако необходимы дополнительные калий-сберегающие диуретики для предотвращения гипокалемии. Также циклооксигеназа 2 ингибитор, целикоксиб, ингибиторы АПФ при типе 4 и терапии низкими дозами флуорокортизона, заместительная терапия, когда альдостерона мало, петлевые диуретики для снижения уровня калия в сыворотке крови при типе 4. Также можно терапия натрия HCO3, новые препараты, патиромер и содиум цирконий циклосиликат. Это как заключение вот из презентации Американской академии педиатров. Метаболический ацидоз, он является жизнеугрожающим состоянием. И если вовремя выявлять почечно-тубулярный ацидоз во время новорожденности, вовремя поставить диагностику и вовремя начать лечение вот этого почечно-тубулярного ацидоза, то есть правильное ведение, то прогноз достаточно таки неплохой. Это использованная литература, это различные статьи и секреты неонтологии и перинатологии Ричард Полин. У меня все. Спасибо большое за внимание.